Операции больным, страдающим нарушениями ритма сердца, теперь стали делать в Якутске. Раньше пациентам с аритмией приходилось ожидать квоту и ездить для этого в крупные кардиоцентры страны. Сегодня в Национальном центре медицины провели первые высокотехнологические операции, которые стали возможны благодаря закупке дорогостоящей системы «Карта» по программе модернизации здравоохранения. Продолжит тему Туяра Филиппова. Надо ее поднять. Ага. 0,5. Поднимайте в ту сторону. 0,5. 4. Да, где-то. Операция проводится без наркоза. Через маленький прокол в бедренную вену устанавливается катетер с электродом. И хирурги, следя по монитору, одновременно ищут пораженный участок и устраняют причину аритмии. Именно аритмия зачастую становится причиной внезапной смерти людей даже молодого возраста. А у нас на диспансерном учете состоит где-то около 25 тысяч человек, которые страдают различными формами нарушения сердечного ритма. Ну, конечно, не все они требуют хирургического лечения. А вот те операции, которые в эти дни выполняются у нас в Национальном центре медицины, они выполняются по строгим показаниям в тех случаях, при отдельных видах нарушениях ритма, при которых неэффективно использование лекарственных антиаритмических препаратов. И действительно, эти вмешательства, операции радиочастотной аблации, они позволяют радикально избавиться от аритмии. Первые операции провел аритмолог Владивостокского центра кардиологии Юрий Якай совместно с якутскими кардиохирургами. Устранили несколько вариантов аритмий у данного пациента. Это технически довольно сложная операция, но коллеги с успехом осваивают эти технологии. Мы будем надеяться, что в дальнейшем они будут все больше и больше развиваться. Какая будет помощь от нас нужна, мы всегда будем готовы, рады помочь. Еще каких-то 15 лет назад подобные вмешательства проводились на открытом сердце. Сегодня, благодаря развитию технологий, все происходит щадяще для пациента, и он уже через пару дней после операции может быть выписан из больницы. Водитель по профессии Александр Егоров несколько лет назад впервые почувствовал неполадки сердца. Лекарства не помогали, а самочувствие ухудшалось. Сегодня свой главный мотор он доверил кардиохирургам и стал первым в Якутии, кому успешно проведена подобная операция. Операция прошла даже очень хорошо, успешно. Даже сказать спасибо большое врачам. А как себя сейчас чувствуете по сравнению с тем, что было? Сейчас вообще как будто помолодел на много лет. Молодые обученные кардиохирурги на современном оборудовании последнего поколения, кстати, пока единственного на Дальнем Востоке, уже готовы поставить операции по поводу аритмии на поток. В этом году запланировано 70 таких операций. Туяра Филиппова, Александр Жуков. Новости столицы.